Пионерский лагерь, да еще заброшенный, да еще деревянный, по-моему, отличное место для комнаты страха, потому что ведь как раз в пионерском лагере мы все так любили рассказывать друг другу страшные истории. Наталья, учитывалась ли вот эта пионерлагерная стилистика, когда вы все придумывали? Мы учитывали детские страхи. Мы какие-то самые интересные выбирали и их реализовывали. Это аттракцион страха и приключений. Вам нужно искать выходы, искать какие-то, выполнять задания. Вам нужно все трогать, искать. То есть пытаться спасти себе жизнь. Попадаются вот такие комнаты-лабиринты, когда вообще непонятно, где здесь выход. В любой комнате все можно трогать руками и разглядывать, и даже при желании вот этих мертвых тараканов. Привет, ребята! Привет, ребята! Заходите, рассказывайте, как страшно или нет. Да пока нет, пока боремся. Нет, страшно очень. Наша цель на сегодня была найти ключик в животе у мертвого человека. Я думаю, мы сейчас это сделаем. О. Вот и он, какой-то он противный, красный. Ого. Еще наш друг проснулся. О, совет человека, который все это прошел, перед квестом: не ешьте, не пейте и не светите мобильными устройствами, тогда будет по-настоящему страшно. Это была рубрика «Городские фишки». Нескучной вам жизни.